Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. Полпреды президента России в федеральных округах до 30 ноября, а далее ежемесячно будут докладывать о борьбе с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. Правительству поручено обеспечить проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусом, а также оказать поддержку регионам, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Кабинету министров России совместно с органами исполнительной власти субъектов необходимо обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения с целью раннего выявления носителя коронавирусной инфекции, предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и тех, кто находился с ними в контакте. Поручено нарастить темпы вакцинации в регионах, в том числе лиц, вакцинированных ранее, а также переболевших COVID-19, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Высшим должностным лицам субъекта во взаимодействии с Роспотребнадзором необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, соблюдение населением масочного режима и социальной дистанции, введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра. Кроме того, высшим должностным лицам субъектов России рекомендовано совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации, в случае отсутствия медицинских противопоказаний и формирования иммунитета, и освободить от работы в течение 2 дней с сохранением зарплаты сотрудников при вакцинации против коронавируса.